Ассаламу алейкум, доброе утро, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я сегодня начинаю свою новую рубрику именно с портрета этого товарища. Если вы найдете в Ютубе, послушайте его, очень интересный товарищ. Вот по антропологическому его виду лица, видать, сибиряк, и очень хорошо понимает, вот, смотрите, он сейчас вам покажет букву Ч, а потом букву Е. И, впрочем, послушайте его, очень интересный человек. А я его специально, значит, ставлю как заставочку в своем первом ролике, где я сегодня, значит, сегодня-завтра и вот эти 2-3 дня хочу вам, значит, чуть-чуть рассказать свою версию. Приятного просмотра. Ассаламу алейкум. Доброе утро, уважаемые подписчики и другие гости моего канала. Давно мы с вами не говорили о нахах, о народе Нохче. Все о сельском хозяйстве, о производстве, о народном прикладном искусстве и выставках и так далее и тому подобное. Наверное, вы уже соскучились по моим роликам про историю нахов. Сегодня я и мои друзья решили выставить на ваш суд несколько роликов о истории народов Кавказа, начав с генеалогического дерева, что выставляет нам Леонтий Мравелли, грузинский мыслитель и писатель. Обращаю ваше внимание на труд, который я вам вот демонстрирую. Гумба, есть такой ученый абхазский, выпустил книгу в 2020 году, и он называется «Нахи. Вопросы этнокультурной истории первого тысячелетия до нашей эры». Более 3000 лет. Более 3000 лет. И этот труд утвержден к печати ученым советом Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулина, Академии наук Абхазии. Отрадно, что автор книги пытается выставить свою версию об истории нах. Я бы сказал, довольно-таки интересная книга. Если у кого появится возможность, приобретите его, прочтите, и вы увидите новую версию про наху. Я так пролистал ее, прочел, и вот начну с этой цитаты. Вот. Смотрите, что делает автор, значит. Отрывок из Ашхурацуйца. Есть такой единственный источник, в котором встречается столь раннее упоминание Нахаметан, как Нахчеметан, и в связи с отсутствием других прямых данных мы вынуждены исследовать вопрос локализации нахаматян. Вот. Все этномен, содержащие отрывки, за исключением терминов нахаматян и кладж. Вот давайте, я плохой читатель и, как говорится, комментатор особенно, вот прочтите сами. На севере, около неизвестной страны, проживают царские сарматы и сарматы-коньеды. Вот это мне понравилось. Царские сарматы и сарматы-коньеды. У устья реки Танаис живут нахаматьяны и другое племя, которые суть кладжи и сираки, и жители области Медортеса. Ну, также живут амазонки, то есть воинствующие женщины, вплоть до реки, называемой Ира. Сарматы. Давайте вернемся к вопросу, кто ж такие сарматы вообще? Мне очень понравилось, как автор сравнивает тот момент, когда скифы превратились в сарматы. Понимаете? Очень незаметно
описаниях древних историков скифы превратились в сарматы. Я считаю, что эта версия более подходящая, чем ежели разделять скифов и сарматов. В действительности скифы перешли в сарматы. Это то же самое, как, допустим, Рим завоевал Грецию, а буквально через несколько десяток лет, оглянувшись, они поняли, что они поглощены, я бы сказал бы, греческой культурой, и непонятно было, кто кого победил. То же самое произошло с сарматами. Вот еще другая цитата. Кустак-Копкох, то есть край Кавказских гор, имеет 13 областей. Артпатакан-Арм, то есть Армения, Варджан, то есть Иберия, Ран, то есть Албания, Баласкан, Сисакан, Ар и так далее, и так далее, и так далее. Это, уважаемые мои подписчики, он перечисляет те роды, которые в действительности были в те времена, которые он описывает. Но еще другой момент, очень интересный момент. Это как автор уж слишком много совпадений пишет, он свидетельствует в пользу этого. Во всяком случае, связь цанов с Макером, жившим на территории бассейна Чарахи и Цанахи, с нахскими племенами, прибывшим по преданию из причерноморских местностей Цан и Зигур, а также с цанарами, продвигавшимися из Цана в Гардман и далее на север к подножиям Кавказских гор, область, которую они называли Цанария, и где в верховьях Алазании зафиксирован топоним Зеган. То есть автор описывает о тех людях, которые называют, вот посмотрите на это место. По-видимому, какая-то часть многочисленных племен Цанов, Махилонов на рубеже новой эры были вовлечены в процесс переселения горцев юго-восточного Причерноморья в Колхиду и спустилась к Черноморскому побережью по данным Ариана и Диона Кассия. Переселившись на побережье Черного моря, македонцы Цаны вместе с гениохами образовали здесь царство Махелонов и Гениохов, во главе которого стал царь по имени Анхеал. Плиний называет это государственное образование царством Саннов и Гениохов. Вот вам, пожалуйста, те генухи, о которых я вам говорил. Это, я считаю, нахи, которые, значит, славились с дальнеплаванием, плавали в Америку, Южную Америку и другие материки мирового масштаба, так и назывались генухи, дальнебойщиками, скажем, дальнебойщиками. Что же делали эти генухи? Они в буквальном смысле, значит, загружали корабли свои, вот они тоже идут. Если в лице Махелонов, Саннов мы имеем племена, спустившиеся к побережью, то генухи — это скорее население, проживавшее на этой территории ранее. Вот нас это устраивает. Те, которые проживали ранее. Вот, смотрите дальше. Одним из таких политических образований на территории бывшего Кавказа царство являлось, видимо, и царство Махелонов и Генуа было образовано под главенством переселивших сюда Махелонов-Цанов. В этом убеждает имя царя Махелонов Генуха Анхеал. Анхеал. Обратите внимание, Анхеал.
Кто знает нахский язык, может его разделить на 3 корня. Имеющий выраженный хурита-уратский облик и сопоставимым с именем хуритского царя Шупри Анхит, упоминающий в анналах ассирийского царя Ашпура Насирапала, Ашшур Насирапала. Вот. Данный факт тем более знаменателен и так далее, и так далее, и так далее. Спускаемся, не исключено, что эта связь верна, однако вполне возможно и, как кажется, гораздо более вероятно, что Мехлес Птоломея отсылает нас к древнему абхазскому имени Нахо Мальхи. Тут дальше написано Махли, поскольку Малхи проживали здесь гораздо раньше, еще в первое тысячелетие до нашей эры, и их земли граничили с Колхидой на юге по Эгрюзскому и Рычинскому хребтам. Это сегодняшние Мальхи, я считаю. Сегодняшние Мальхи. Вот. И дальше, конечно, всю книгу я вам не смогу в нескольких роликах передать, но основные мысли, которые я уловил для себя, значит, у этого автора, который подтверждает некоторые мои версии о геноухах, о том, что более 3000 лет тому назад, что на Кавказе, в этих местностях проживали такие народы, которые имели свою государственность и так далее, это нам очень интересно. Свидетельство археологического материала согласуется с фактом бытования собирательных названий племен кабанской культуры. Нахамтян, Малхи, Махли, Кавказяне, Дудзуки, то есть Мосхи, Масохи, доказывающие на восприятие всего населения как единого целого, то есть существование в первые 1000 лет до нашей эры объединением нахских племен и достижение ими такого ступени развития, когда формирует единый государственный организм. Вот. Но я бы, конечно же, добавил бы не нахские племена, а оставил бы слово «нохчи», которые потом такие ученые, историки разделили на племена, нации, а потом на тукуми, а потом на тейпы и так далее и тому подобное, что сегодня мы, значит, в буквальном смысле ссоримся, спорим, что, мол, два народа, ингуши и чеченцы, ингуши хотят быть намного древнее, чем нохи, но, иншаллах рахман, пусть они будут потомками Адама и нашим старшим братом. Ничего страшного. У каждого, значит, вот это высказывание и так далее, есть своя, как говорится, доказательная база. Вплоть до того, что они выставляют такие глупые ролики, что они не хотят быть даже потомками Ноя, хотят быть еще древнее. Всевышний им судья, этим ученым, которые занимаются этой требеденью. Но мы на днях выставим интервью наших чеченских ученых и тех лидеров, как говорится, мировой истории. Также мы выставим музеи именами ингушей, которые чеченцы открыли не только у себя в столицах, даже в селах, в городах, и где описывается, что за народ это, что они ингушами, когда мы стали чеченцами, потом третья часть паспийцы, и так далее, разделили, в пух и прах разнесли.